В 1846 году поэт перебрался в Киев. Под влиянием новых друзей он присоединился к Кирилло-Мефодиевскому обществу. Оно состояло из молодых людей, которые были неравнодушны к развитию славянских народностей, в том числе и украинской. Но очень скоро участники вот этой общественной организации были обвинены в создании политической организации и арестованы. В их числе был арестован и Тарас, и снова неволя. Но самое горькое, что ему запретили рисовать. Я теперь, как падающий в бездну, готов за все ухватиться. Ужасная безнадежность. Все прежние мои страдания в сравнении с настоящими были детские слезы. Горько, невыносимо горько, писал поэт. Друзья решили ему помочь, но добились одного, разрешили писать ему письма, а вот рисовать запретили до самого окончания ареста. Находясь в ссылке, он написал произведение «Зоревые вечерние». Это разговор автора с вечерней звездой. Он просит ее сойти над горой и рассказать о волшебстве родного края, который так далеко, и только вечерняя заря может его увидеть. Еще раз внимание на экран.